Суд признал незаконным бездействие администрации Сибая. Суд Сибай ҡалаһы хакимиәтенең вайымһыҙлығын законға ярашһыҙ дип тапты. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Начинаем «Уфимский разворот». В студии сегодня Елена Черкова. Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мой последний эфир на этой неделе, и все. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Друзья, не пугайтесь. Не, все в порядке. Я просто пойду отдохну немножко. Мы запустили трансляцию на Ютубе, на Фейсбуке, нас там можно смотреть. Мы сегодня очень патриотично с Русланом, оба с Уфой на груди. Любим наш город. Мы, как обычно, мы в прямом эфире, поэтому можете участвовать в развороте, присылать сообщения свои. Мы почитаем сегодня прессу, поголосуем, конечно же. Во второй части программы у нас гость, поскольку сегодня 15 февраля, сегодня день вывода войск из Афганистана. Традиционно отмечается этот 30-летие уже, в этом году. А у нас сегодня как раз в гостях председатель Союза ветеранов Афганистана Республики Дмитрий Глушко, поэтому вы можете ему тоже свои вопросы присылать. Ну а прежде чем мы начнем читать, что наши коллеги писали, давай разыграем билеты на спектакль сегодняшний. Да, сразу напомню, вчера в гостях у нас было, скажу так, руководство театра Галиаскара Камала, Татарского национального театра, который приехал к нам в Уфу с гастролями. Гастроли начались уже вчера. А вот, например, сегодня вечером, вечером в 19:00 на сцене Татарского театра НУР нашего уфимского состоится спектакль «Миркай и Айсылу». И мы предлагаем вам, соответственно, пригласительный билет на 2 лица. И получит его тот, кто первым правильно ответит на вопрос, который мы сейчас озвучим. Отвечать, сразу скажу, нужно с помощью смс-сообщений на номер +7 927 304 10 51. Вопрос очень простой. В каком году основан Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала? Присылайте сообщения, и победителю мы после эфира перезвоним и объясним, каким образом можно будет забрать приз, пригласительный на 2 лица на сегодняшний спектакль. Принимайте участие, а сейчас мы начнем обзор прессы. Можно я начну? Я начну с материала на портале про Уфу. Материал Рамиля Рахматова. Жители Уфы осудили за выступление на митинге штаба Навального. Суд вслед за силовиками посчитал его призыв ломать ноги коррумпированным чиновникам, нарушающим конституционный строй. И напоминает нам автор материала, что 12 июня 2017 года в Уфе прошел согласованный, стоит отметить, митинг, организованный Уфимским штабом Навального. Митинг этот был против коррупции в рядах чиновников. Напомню, это был последний, по-моему, согласованный митинг в июне 2017 года. Да, то есть 2 года назад, да. А общественный активист Рустем Мулюков на этом митинге выступал. Он достаточно жестко, как пишет про Уфу, высказался в отношении чиновников различного уровня, которые были увлечены в коррупции, приводил примеры их преступлений, предлагал применять к ним, как следует из стенограммы, более жесткие меры ответственности. Я не буду перечитывать сейчас всю его речь, она достаточно такая большая. Про Уфу есть выдержки, как раз те, к которым были претензии у силовиков и у суда. На первый взгляд выступление, как пишет про Уфу, выглядит радикально и жестко, однако при внимательном изучении обнаруживается 2 существенных момента. Во-первых, Мулюков говорит о неопределенном круге лиц, а также настаивает на том, что, говоря о расстрелах и членовредительстве в отношении коррумпированных чиновников, он имеет в виду необходимость введения таких мер уголовного наказания. В результате доблестный следователь ФСБ
это формулировка издания. Пишет, да. Это формулировка исключительно про Уфу. Здесь есть имя этого следователя. Наверное, не стоит его называть, хотя не знаю, почему нет. Юрий Кадыров его зовут. Предпочел увидеть в эмоциональном выступлении Рустема Мулюкова угрозу конституционному строю Российской Федерации, и ему вменили нарушение части 1 статьи 280 Уголовного кодекса. Это публичные призывы к, собственно, экстремизму. Каким образом образное выражение может к этому привести? На самом деле текст в итоге отправили на экспертизу. Проводил экспертизу психолог Анна Александрова и филолог Гульназира Акбутина. А саму экспертизу, в принципе, про Уфу тоже писал. Вот есть прям ссылочка, можно перейти на этот материал и прочитать. В результате, действительно, текст выступления был признан экстремистским, содержащим призывы к открытому, да, там, свержению или чему-то еще, то есть к нарушению федерального строя российского. И активиста осудили, ему дали 2 года лишения свободы условно. Да, условно. Как бы не было. Активист не соглашается, разумеется, с этим приговором. Он считает, что это вообще-то все было сфабриковано, и что реальная причина того, что его преследуют теперь, это его конфликт с силовиками и администрацией Уфимского района. Стоит пояснить, что у Мулюкова есть строительная компания своя, и вот у этой строительной компании сейчас идут суды с администрацией Уфимского района там, за землю, за территории. Так что вот такой вот материал. Ой, печально, конечно. Но тем временем у нас продолжается история вокруг Сибая, конечно же. И мэр Сибая Рустем Авзалов заявил, что не оскорблял горожан, которые записали обращение к Владимиру Путину. А что же это было? Значит, он только неодобрительно отозвался о ранее судимом мужчине, якобы, который находится под уголовным преследованием. То есть, слово «козел» это такое... Как бы нормально. Я вас неодобрительно называю козлом. Значит, ужас. Насчет мужчины, вот он говорит, да, который пытается якобы уйти от ответственности, при этом называет себя правозащитником. Об этом, кстати, пишет портал «Реальное время». Значит, отмечается, что глава администрации Сибая провел встречу с местными жителями, значит, где об этом говорил. Так, дальше издание напоминает, что ранее городской суд башкирского Сибая признал незаконным бездействие мэрии, которая не предоставляла актуальной информации о загрязнении воздуха. Ну, в общем, мэр отреагировал, получается, вот на то, что в СМИ об этом начали писать, и даже до Дмитрия Пескова, по сути, да, и до Путина, вероятно, тоже вся информация дошла. Ну да, Дмитрий Песков вчера сказал, что в Кремле видели это обращение. Я напомню, что, в принципе, текстовое обращение еще тоже планируют в администрацию президента передать. Но на тот момент в Кремле не слышали вот эти вот высказывания мэра. Да. Но, по крайней мере, им об этом уже сообщили, что эти высказывания сейчас, были. наверное, погуглят, посмотрят. Ну, будем надеяться. Нарежут себе, знаешь, эти видосы. Коммерсант пишет, что Ради Хабиров оказался в 5 самых популярных у журналистов-губернаторов. Поздравляем. По России. Ачивка. Да, по России. Это версия медиалогии. Ради Хабиров занял 5-е место, вошел в 5 наиболее популярных у СМИ российских губернаторов. В общероссийском рейтинге он после, естественно, мэра Москвы Сергея Собянина, главы Петербурга, он, кстати, еще не глава, он временно исполняет обязанности, Александр Беглов, а также после челябинского губернатора Бориса Дубровского и губернатора Московской области Андрея Воробьева. По количеству упоминаний в СМИ Хабиров уступил мэру Москвы втрое, там почти 7,5 тысяч упоминаний в медиа, о Сергее Собянине около 21 тысячи. В рейтинге приволжских губернаторов Ради Хабиров опередил его традиционных соперников, нижегородского губернатора Глеба Никитина, он занял 2-е место. Даже так? Не поняла. А где Минниханов? И вот Рустем Минниханов, то есть опередил Ради Хабиров, понимаешь ли. В зачет временно исполняющего обязанности главы Башкирии пошли его критические замечания в адрес руководства республиканского и Министерства ЖКХ, высказывания во время рабочей поездки в Сибай, заявление о намерении пойти на выборы главы республики от «Единой России», опубликованное в «Ведомостях». Ну, это когда он интервью давал. Рейтинг составляли по итогам анализа публикаций почти в 50 тысячах средств массовой информации. Ну, наверняка, по меньшей мере, до сентября он так и будет занимать лидирующие позиции. У нас, тем более, выборный год, да, в соседних регионах более-менее ситуация спокойна. Продолжая тему Сибая, в городе опровергли информацию о массовом падеже скота, пишет «Коммерсант». Ветеринары, значит, об этом сказали. Ведь заведующий Сибайской ветлечебницей ветстанции Баймакского района Ришат Ярулин сообщил «Коммерсанту», что с момента загрязнения воздуха в Сибае выбросами с карьера поступала информация только о 2 подозрительных случаях падежа домашних животных. В первом случае скончалась овца у пенсионерки из поселка Золото, а поселок расположен рядом, да, мы не раз об этом говорили. Значит, а информация о том,
том, что массовый падеж идет, она не соответствует действительности по версии ветеринарных врачей. Нам тут в Телеграм Алексей прислал сообщение. Видимо, теперь обращение в администрации города Сибая нужно начинать словами не гражданин или господин, а со слов козел и дальше фамилия, раз это не оскорбление. Это не оскорбление. Ты же на оперативке такой. Кто у нас тут начальник вот такого-то отдела? Ну-ка, давай. Ой, потрясающе. Так, кстати, принимайте участие в нашем эфире. +7 927 304 1051. На Медиакор-сети есть еще один материал. Если нас всех обложат, как депутаты Башкирии поддержали идею изоляции. Если нас всех обложат, это была цитата. Медиакор-сеть поговорили с депутатами Государственной Думы от республики, от нашей, и узнали, почему они поддержали законопроект скандальный, вот этот Андрея Клишеса, Людмилы Боковой и многих других прекрасных, достойных людей о суверенном Рунете. Я напомню, что все 11 депутатов от «Единой России» за него проголосовали, а не голосовал только «Справедливорос» и представитель гражданской платформы. И коммунист Ющенко не голосовали. Ну, то есть они против были. Вот, например, Рамзил Ишсарин, депутат и член комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Я только его прочитаю, там, в принципе, дальше все на самом деле очень похоже. Далее прямая речь депутата. Прежде всего, это ограждение нашего интернета от нежелательных последствий, которые можно ожидать извне. Это правильное решение. Помните эту историю с блокировкой банковских карт Visa и MasterCard? Поэтому наша страна должна иметь возможность самостоятельно регулировать эту отрасль. Хочу отметить, мы поддержали концепцию, идею, ее еще будем дорабатывать, носить правки. Будет широкое обсуждение для того, чтобы на выходе законопроект стал идеальным решением, устроил всех и граждан, и участников рынка. Мы обязательно должны договориться. Вот так вот. А, кстати, в нашем деле, точнее, в деле, за которым мы, конечно, следим внимательно, в деле Александра Филиппова, подтвердилась рассрочка, пишет Рамиль Рахматов на ПроУФУ. Бывший вице-мэр Уфы считает, что власти предоставили застройщикам шикарные условия уже после его отставки. И, кстати, на эту тему и другие издания пишут. Основная мысль вообще всех этих материалов заключается в том, что с каждым заседанием сумма ущерба, сумма вот этих вот претензий, скажем, она все меньше и меньше и меньше. Поскольку идет так называемый перекрестный допрос, с одной стороны, вопросы свидетелям задает представитель обвинения, с другой стороны, сам обвиняемый Александр Филиппов спрашивает. И вот эта вот вся путаница, она все усиливается, скажем, да, и эпизоды из этого дела выпадают с каждым разом все больше и больше. Ну, соответственно, более подробно можно почитать, в том числе на ПроУФУ Рамиля Рахматова. Ну что, мы будем заканчивать обзор просто, наверное? Да, можно закончить. И напомню я, что у нас сегодня с вами идет розыгрыш. Мы с вами разыгрываем билет на представление, на спектакль татарского театра Галиаскара Камала сегодня, 15 февраля в 19:00 на сцене театра НУР постановка «Миркай и Айсылу». Билет получит тот, кто первым ответит правильно на вопрос: в каком году основан татарский театр имени Галиаскара Камала. Присылайте ответ на номер +7 927 304 1051. Ну а мы сейчас предлагаем вам послушать отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был Станислав Белковский, и мы вот говорили в том числе о протестных настроениях в регионах, как раз об этом и будем слушать сейчас. Власть немножко съехала с катушек. Мэр должен взять на себя ответственность, в первую очередь уйти в отставку. Это нормальная политическая реакция на такого типа раздражитель. Из-за ситуации, во-первых, а из-за высказываний вдвойне. Потому что если он политик, то он должен понимать, что он несет политическую ответственность. Конечно, надо немедленно уходить в отставку и все. И заниматься семьей. Если ты не умеешь обращаться с народом, который тебе поручен, зачем тебе быть мэром? Воровать можно в других местах, правда? Я понимаю, что оторваться от кормушки невозможно. Это ужасная психологическая травма и стресс. Он уже расписал свои доходы нелегальные на 10 лет вперед. И тут вдруг уходить, ну, конечно, я понимаю, что это очень тяжело. А это скорее правило поведения для российского чиновничества в целом? Для чиновничества, да, потому что она чувствует себя полностью безнаказанным. И главное, что чужие примеры никому ничего не учат. Вот это меня поражает. Вот уже и министр экономического развития сел в тюрьму. И губернаторы уже сели в товарных количествах. Сенаторы уже садятся. А разве они по этой причине сели в тюрьму? Это разве не внутренние клановые разборки? Это внутренние клановые разборки. Но, ребят, вы же понимаете, что, дорогой мэр, ты не понимаешь разве, что у тебя тоже есть враги аппаратные, которые тебя подставят и посадят? Не учили вести себя корректно, чтобы не создавать дополнительных поводов для такого развития событий. Я просто призываю всех чиновников понять, что, ребят, вы сядете, обязательно сядете, потому что у вас много врагов. Я понимаю, что на народ вам наплевать. Я даже не вступаю в полемику на эту тему и не пытаюсь убедить вас, сволочи, чтобы вы любили народ. Знаете, есть другие претенденты, которые тоже хотят воровать. Так вы ведите хотя бы прилично, внешне. Способны ли вот такие экстрафакторы, как ситуация в Сибае, все-таки серьезно повлиять на ситуацию с выборами в сентябре? Или это вот какая-то мелочь? Нет, не способны, потому что нет альтернативы Хабирову. Если бы она была, то это было бы возможно.
пошли разговоры о том, что в России возможно изменение Конституции в части административно-территориального деления. Насколько вам кажется реальной идея укрупнения субъекта федерации? Слышали Нереально абсолютно. Нет, Путин на это не пойдет. Потому что он очень консервативен, с одной стороны, и он не хочет менять Конституцию ради таких вещей. То есть он может менять Конституцию ради того, чтобы пролонгировать собственные полномочия. Но не для того, чтобы менять административно-территориальное деление, что для него не является ключевой проблемой в его сознании. Кроме того, я думаю, что Владимир Владимирович прислушивается к аргументу о том, что чем крупнее будут регионы России, тем скорее она распадется на эти регионы. Вот на мелкие регионы не распадется. Пока Татарстан, Башкортостан остается всего лишь тем, чем они есть сегодня, да, и территориальные, потому что они заперты в общем пространстве России, они никуда не денутся. Но если стать большие регионы, которые уже будут ощущать себя абсолютно самостоятельно экономически, которые будут иметь границы с другими государствами, здесь риск сепаратизма существенно возрастает. Вот вы сказали, что вопрос изменения Конституции касательно регионов это вряд ли, но касательно продления полномочий это вполне возможно. Вот здесь какой сценарий видится наиболее вероятным? Это неизвестно, потому что Путин будет принимать решение в тот момент, когда он решит уйти. Когда он решит уйти, это надо спросить у него. Это нет такой силы, которая... Это он решил в последний момент. Да, верно? он решит в последний момент. Думаю, что преемником пока остается Дмитрий Анатольевич Медведев. Так что ничего лучшего Путин за всю свою историю не нашел. Как вы оцениваете потенциал так называемой протестной активности? Вот вспоминается просто 11-12 год, были определенные ситуации с выборами тогда в Думу, закончилось большими митингами, потом все сошло на нет. В регионах, в принципе, изначально все было тихо. Сейчас ситуация как-то отличается? Нужны триггеры, понимаете? Вот, допустим, возьмем абсолютно тихую и непротестную Архангельскую область. В ней 12 тысяч человек вышло на митинг против вывоза мусора из Московской области, против создания мусорного полигона. А 12 тысяч для Архангельска – это огромная цифра. Протестная активность будет возникать там, где есть конкретные поводы, сильно раздражающий народ. Но вот пенсионная реформа, она есть везде, не видно ничего. Люди и так считают, что государство их обязательно обманет и ограбит. Поэтому в этом пенсионная реформа ничего не меняет в психологии отношений человека к государству. И никто и так не рассчитывает на эту пенсию нищенскую. Ну, согласитесь. Ну что, мы с вами думаем, что мы будем жить на пенсию? То есть только если касается... Понимаете, она неприемлема как форма откровенного хамства по отношению к народу, да. Но она не имеет никакого практического измерения. Что мы так бы не прожили на пенсию, и так мы не проживем. Какая разница? Голодать будем на 5 лет дольше или на 5 лет меньше. Я шучу, любой человек в России, который собирается не залечь в гроб, он, естественно, будет работать до упора. Пенсионный возраст не имеет никакого значения, ибо пенсия настолько ничтожна. А сейчас пришли какие-то люди из ЖЭКа и забрали. Ну и забрали. Жители регионов, мне кажется, с вами не согласятся. Многие живут на пенсию и, в принципе, живут, в смысле, выживают только на нее. Понимаете, выживают уже в более преклонном возрасте, чем барьер пенсионного возраста. 60-65 – это не возраст. Это время еще достаточно активной молодости. И поэтому, как ни смешно, я сторонник пенсионной реформы, потому что не по тем же мотивам, по которым Кремль просто хочет нас всех ограбить, он всегда это и будет делать. И ничего другого от Кремля ожидать нельзя. Но я сторонник того, чтобы люди не становились стариками преждевременно. Потому что вот сама наша психология, что доживем до пенсии, это абсолютно ерунда. В 60 лет, знаете, сейчас женщина может родить ребенка в 50 лет. В России в том числе? В исключительных случаях в России, к сожалению, в исключительных, да. А в мире, я думаю, это будет общей практикой через 5-7 лет, как и борьба с раком. Я даже не про ребенка, а в принципе, вот не быть стариком в этом возрасте в России реально? Это вопрос самонастроя. Как ты себя настроишь, что к тому возрасту ты и принадлежишь. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Я напомню, что в гостях у нас вчера был Станислав Белковский. Этот эфир вы можете посмотреть еще раз на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе программы, а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. Ну, а мы сейчас будем голосовать. Да, довольно много тезисов озвучил Станислав Белковский в нашем эфире. Кстати, вот прям много-много-много и вопросов от радиослушателей было. А во фрагменте, в том числе, вы услышали сейчас такую мысль, да, что Владимир Путин, уходя в отставку, хотя еще совсем не скоро, да, через 5 лет, оставит в качестве преемника Дмитрия Медведева. Вроде совсем рано, да, но уже люди на эту тему думают, обсуждают. И хотел бы я тогда вот сейчас нашим радиослушателям задать вопрос. Если у вас на этот счет позиция есть, давайте проголосуем. Если вы считаете, вам лично кажется, что вариант преемничества Дмитрия Медведева через 5 лет это вполне хороший себе вариант, например, потому что Дмитрий Медведев работал неплохо президентом, я напомню, он был главой государства с 8 по 12 год, то есть, в принципе, это не самое плохое, 262, 72, 47. Нет, вам категорически не нравится вариант с преемничеством Дмитрия Медведева, вы хотите, в принципе, обновления власти, да, или, может быть, просто конкретно другого человека. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. 262, 72, 47. На ваш взгляд, вариант с преемничеством Дмитрия Медведева в 2024 году кажется вполне себе нормальным. Может быть, даже хорошим. Здесь я градацию конкретную не привожу. То есть кто-то, может быть, действительно этого только и ждет, а кто-то допускает. Вот все те, кто допускают этот вариант, голосуйте по номеру 262, 72, 47. Потому что, например, вам запомнились 4 года Медведева как очень позитивные годы. Я, кстати, напомню, в это время
происходили смягчения законодательства, вернули губернаторские выборы, например, в каком бы то ни было виде, да, их вернули все-таки. В конце концов, отменили переход на зимнее и летнее время. Кому-то это нравится, кому-то нет, но вот тем, кому нравится, могут голосовать по первому номеру. Это, конечно, довод сразу. 262-72-48, ни в коем случае вам этот вариант не нравится, хотя бы потому, что, какой, господи, преемник, хватит уже, да, мы хотим нормальных, альтернативных, свободных выборов, чтобы пришли люди, как говорится, с улицы, да, и провели нормальную кампанию, и вы бы могли выбрать среди этих людей того кандидата, который на тот момент вам будет казаться наиболее достойным. 262-72-48. Ох, как у нас тут все прям хорошо идет. Я почему Сложно. Сложно, да. И вот в тот момент, когда Медведев был главой государства, я вот вроде-то это неплохо ведь был тогда. То есть как? Кризис страна, кстати говоря, 2008-2009 года пережила более или менее нормально. Мировой кризис, я напомню, финансовый, да. Понятно, что были там объективные причины. Нефть быстро отскочила от $30 за баррель там, и опять перевалила за 100. Но в целом жили неплохо. Какие-то правильные вещи он говорил, инновации. Либералом был более-менее таким. Либералом даже был. Насколько это вообще возможно там? Со Стивом Джобсом встречался, гаджетами пользовался, Твиттер завел и все прочее. То есть такой вот прогрессивный. Я еще вспоминаю статью «Россия вперед» она называлась. Там такие хорошие вещи были написаны. Кстати, прошло, по-моему, уже лет 10 с момента выхода этого письма. Интересно было бы сейчас его почитать и посмотреть, а что сбылось с тех пор, и сбылось ли что-нибудь. Так ты за что вообще топишь-то, я не пойму. Ой, сложно сказать, за что я топлю. Здесь вот прямо... Не знаю, шизофрения какая-то, да? Не могу определиться. Нет, батенька, это диагноз, это вам к доктору. Да, слушай, нет, ладно, давай так будем. Я выберу плохой вариант, ты будешь хороший, раз уж ты не можешь определиться. Сменяемость власти должна быть. Нельзя вот этого делать, когда один посидел, потом второй посидел, который первый оставил, потом этот второй ушел, первый снова вернулся, и так вот до конца наших дней. Мне кажется, мои внуки еще будут жить либо при Путине, либо при Медведеве. Вот при одном из них. У нас нет тут плохого или хорошего варианта. У нас есть два разных варианта. Я за тот вариант, что надо менять власть, что должна быть нормальная сменяемость власти, что должны быть реальные выборы, в том числе и президента. Скажу так, среди того окружения, Ройзмана которое хочу сейчас в президенты, есть... вот. Понял, так. Среди того окружения, которое сейчас есть у Путина, Медведев — это наиболее приемлемый вариант. 262-72-47, ни в коем случае 262-72-48. Так, голосуем еще 5 секунд буквально, и посмотрим, что у нас в результате. Останавливаю я нашу машину. 91% наших слушателей считают, что это ужасный вариант, что не надо так делать, нужно сменяемость власти все-таки продвигать. И 6% считают, что... 9. Ой, 9%. Целых 9%, да, считают, что в принципе, а что нет. Мы уходим на новости, потом вернемся и продолжим. Половина восьмого в Москве, на Эхе новости, в студии Ирина Кучеренко. Марш памяти Бориса Немцова пройдет в Москве 24 февраля. Мэрия его разрешила. Об этом сообщила Эху одна из организаторов мероприятия Надежда Митюшкина. Состоялись очередные переговоры по поводу согласования марша Бориса Немцова. Это были уже третьи переговоры за неделю. И, в общем, устно удалось достичь договоренностей о том, что марш будет согласован. В понедельник мы получим на руки бумагу. Во вторник состоится техническое совещание, после которого мы уже сможем подробно нарисовать схему. Марш состоится, как в прошлом году, по бульварам, с окончанием на Академика Сахарова. О точном времени и маршруте организаторы марша скажут позже, когда получат согласование, добавила Надежда Митюшкина. Мэрия Москвы закажет для полиции очки дополнительной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом рассказали РБК два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии, добавив, что говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта пока рано. Отмечается, что в пилотном режиме к подобным алгоритмам в городе уже подключены 1500 камер. По словам собеседников РБК, созданием приложения для применения такой технологии занимается компания Ntech Lab. Публичная презентация продукта запланирована на октябрь этого года во время выставки Интерполитех. Ну а в компании Ntech Lab от комментариев по данному поводу пока отказались.
В Уголовном кодексе может появиться новая статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Соответствующий законопроект внес в Госдуму Владимир Путин. Он предложил наказывать за это лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. По мнению президента, сейчас криминальные авторитеты могут избегать ответственности благодаря своему положению. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена. Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сказал Интерфаксу, что президентский законопроект может быть принят в марте. Минобороны рассекретила уникальные документы по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Материалы опубликованы в информационно-историческом разделе на сайте ведомства. Они содержат информацию об истории советских военных частей в Афганистане, а также о героях афганской войны. Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом приняла закон о бюджете федеральных ведомств до конца финансового года. Документ отправлен на стол главе Белого дома. Утвердить законопроект необходимо до конца пятницы, чтобы предотвратить очередной шатдаун. Администрация президента уже объявила, что Трамп его подпишет и одновременно объявит ЧП, чтобы обойти Конгресс и увеличить ассигнования на строительство стены на границе с Мексикой. В Москве сегодня облачно, небольшие осадки, 0 плюс 2 градуса. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик КСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. Потребительский кооператив «Семейная копилка» – легкая и приятная возможность пополнить ваш бюджет. Программа накопительная. 18% годовых сроком на 9 месяцев. Подробности по телефону 347 287 12 47. Проспект Октября, 117. Минимальная вносимая сумма от 15 тысяч рублей. Максимальная – 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Паевой взнос 100 рублей. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Членский взнос 20 рублей в месяц. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Учительницу и завхоза, которые заставили детей чистить снег вместо уроков, привлекли к административной ответственности. Инцидент произошел 8 февраля в 69-й школе Уфы. Часть ребят, по словам их родителей, после этого заболела, а уже через 4 дня им предстояло сдавать экзамен по русскому языку для допуска к ОГЭ. Как сообщает медиакорсеть, начальник управления образования Уфимской администрации Елена Хафазова после того, как родители детей написали жалобы, пояснила, что в день инцидента директор школы был на больничном, а педагог и заместитель директора отправили детей на уборку по своей инициативе. При этом Хафазова сомневается в том, что дети заболели, потому что их заставили убирать снег. В Башкирии пенсионерку с переломом отказались госпитализировать и наложили шину из деревянной швабры. Это случилось в Кушнаренковской центральной районной больнице. За женщиной с переломом шейки бедра сначала отказалась ехать скорая помощь, а в самой больнице, как сообщает Идель Реалии, заявили, что перелом шейки бедра не аппендицит и не является поводом для госпитализации. Женщину оформили в больницу только после того, как об этом случае узнал и вмешался Минздрав Башкирии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели обращение жителей Сибая к Владимиру Путину. Об этом он рассказал заместителю главного редактора «Эхо Москвы» Максиму Курникову во время брифинга. Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле не слышали заявления главы Сибая Рустема Авзалова, который назвал жителей города, записавших обращение, цитирую, «козлами и экскрементами». Напомню, обращение к Путину было записано в минувшие выходные во время схода жителей города. Сибайцы потребовали эвакуировать всех жителей 1000-метровой зоны и детей города, возместив им ущерб, разместить в близлежащих санаториях и профилакториях, а также отправить в отставку главу города Рустема Авзалова и рассмотреть его бездействие на фоне экологической катастрофы на федеральном уровне. Текст обращения активисты намерены лично отвести в приемную президента, а также в Следственный комитет России и Министерство экологии России. В завершение выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, слабый ветер, преимущественно без осадков. Температура воздуха от -6 до -11 градусов. Сейчас за окнами слабый снег, 11 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот. Руслан Валиев, Елена Черкова. Я напомню, что мы в начале нашего эфира объявили розыгрыш билетов на спектакль «Меркай и Айсулу», который сегодня в 19 часов пройдет в театре НУР. Да? Это татарский театр имени Галиаскара Камала. И вот мы вас спрашивали, собственно, в каком году этот театр был основан. Правильный ответ. Театр основан в декабре 1906 года. У нас есть победитель. После эфира мы обязательно с вами свяжемся и вручим вам билет. Так что ждите звонка. Да. А у нас сегодня очень важная дата. 30 лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана. И у нас в гостях председатель Союза ветеранов Афганистана Республики Башкортостан Дмитрий Глушко. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Доброе утро всем слушателям, доброе утро ведущие. Можно ли сказать с праздником? Я не знаю, насколько это вообще праздник? Ну, для нас это памятная дата, будем говорить так. Праздник это для тех, кто остался жив, а для всех остальных это праздничная дата. Угу. Помните ли вы вот события 30-летней давности, что в этот день происходило? Где вы были, чем занимались, как эту новость узнали, как восприняли? Я проходил службу в 85-87 весна 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Соответственно, в 1987 году был уже уволен с рядов вооруженных сил, и начали мы свою общественную жизнь. То есть не хотели потеряться по жизни, начали кучковаться как друзья-афганцы, те, кто прошли вместе. И в 1989 году очень многие поехали встречать туда своих сыновей в Термес, то есть в Термес, Кушку. Поехали родители для встречи. Но мы же остались здесь по одной простой причине. Мы с ребятами собрались и пошли в семьи погибших. Тех ребят, кто туда не вернулся. И в частности, как эпизод, вот это именно вывод войск мне запомнился тем, что разделились с ребятами, разделили весь город, ну, как сказать, на районы, и каждый взял по одной семье, взяли цветы, небогатую снеть, и вот нам достался, как я не могу сказать, что достался, а вот Марсель Исхаков на Блюхера. И получилось так, что звонок в дверь к хрущевке открывается, вдали, сквозь прихожую и сквозь комнату виден телевизор, на нем вот эта экранная заставка, где Громов на Б3 выезжает через мост. Мы тут на пороге, отец с матерью
не дождались Марселя. Отец тут же рухнул на пол, буквально его подняли. Потом, как сказать, ну, это был шоковый удар, потому что очень многие там оставили самое дорогое, то есть своих сыновей. Там люди оставили жизнь. И тут вот такой, ну, наш долг и наша память в том, что поддержать семьи погибших, ну и не потеряться по жизни, все. Сколько всего было таких семей, если вот говорить про Уфу? Вы помните на тот момент? Марсель был последним солдатом, погибшим в Афганистане из Башкирии. Вот. У нас больше 50 семей таких в городе. А всего по Башкирии есть какие-то данные, сколько воинов-афганцев? Больше 300. А на сегодня вот сколько воинов-афганцев живут в республике? И все ли они являются, кстати, членами Союза вашего? В настоящее время, вот на момент окончания войны в Афганистане, в республике находилось 9,5 тысяч военнослужащих. На сегодняшний день, по данным военкомата, 8400. То есть у нас становится все меньше и меньше. И это одно. Второе, по заданному вопросу, к сожалению, не все являются членами Союза ветеранов Афганистана. Мы вот, пользуясь случаем, я призываю всех собраться в один единый кулак для того, чтобы не потеряться по жизни и как-то друг другу помогать. Мы очень дружны, активны в общениях, ведем вплоть до международной деятельности. То есть наши все последние мероприятия, такие как международные матчи футбола в Кабуле, проведение здесь товарищеских встреч команды с Афганистаном. Сейчас миссия только что была выполнена нашими товарищами, это Ильдар Бадридинов и Ради Габидулин, привезли из Кабула семью с 4 детьми, которые, будем говорить, волей судьбы попала в лапы Талибана, и вот доставили ее в Башкирию, это наши ребята. Что там сейчас происходит в Кабуле и вообще в Афганистане на сегодняшний день? Более или менее мирная жизнь или все-таки вот такое же напряжение? Вот те, кто знает город Уфу, когда им задаешь вопрос, что было на месте поселка, вернее, Октябрьского района и поселка Сипайлово, вспомнишь, что там было большое озеро, паслись коровы, стояли земснаряды, намывали песок, и было просто поле, пойма. В настоящее время вы там сами можете видеть и гипермаркеты, и 12-14-этажные дома. Вот то же самое сейчас в Афганистане, абсолютно то же самое. Там Афганистан не узнаете. К сожалению, тот Афганистан, который мы помним, он остался в наших головах. В наших головах это потому, что было самое лучшее время, прожитое в жизни. Наши взаимообщение, там, выдержка, вот все то, что нам пришлось перенести как в моральном, так и в физическом плане, вот, наверное, это самое лучшее, что у нас было. И поэтому, наверное, мы не хотим потеряться, поэтому кучкуемся, друг другу помогаем, и вот как так. И слово афганцы — это настоящего афганца, который действительно был. Многие там были, многие были, но немногие воевали, к сожалению. Или к радости. Но вот, потому что контингент был большой, 40-я армия большая. Вот как-то так. Вот, кстати, вопрос такой дилетантский и для, наверное, молодежи такой актуальный. То, как показал войну в Афганистане Бондарчук в 2005 году в фильме «Девятая рота», соответствует действительности тому, что вы видели? Я благодарен Бондарчуку за этот фильм. В каком плане? Он показал от момента призыва до момента демобилизации практически, ну, все как со стороны солдата. Он практически показал меня, с одной стороны, да. Но с другой стороны, у него были очень хорошие консультанты, которые были с гвардейского 345-го полка. И они давали очень правильные консультации. Ну, надо понимать, что это художественный фильм. Самый лучший, конечно, это документальный фильм об Афганистане. Любой документальный фильм, любые кадры, которые были сделаны тогда на войне,
они, наверное, являются самыми лучшими. Я не хочу сейчас обсуждать творчество Федора Бондарчука, мне он очень сильно нравится, да, но есть такие моменты, которые, ну, слегка не соответствуют действительности, будем говорить. А фильмов об Афганистане очень много, такие как вот «Афганский излом» можно посмотреть «Охотники за караванами», там еще масса всяких фильмов, это вот про художественные фильмы, которые я говорю, которые приближены к тому, что вот, как оно там было. Но ни один фильм, к сожалению, а может и к радости, не даст вам запаха войны. Потому что ту картинку, которую вы наблюдаете, она не имеет полного всего спектра. А когда вы находитесь на войне, к сожалению, там присутствуют запахи. Пот, кровь, гарь. Там все. И война это бывает очень в блокбастерах, наверное, красиво. Там сорванные башни танков, когда летят на тебя там или двигателя, или еще что-то. Да, это может быть хорошая задумка, но по факту, когда ты, запах обугленных тел, я не буду говорить об этом, говорить о том, что бензовозы как горят, или тем пахнет там тельняшка, которая уже буквально по 2-3 недели не стиралась, потому что не было воды. Да, понятно, в принципе, что вы имеете в виду. А вот существует ли некий консенсус среди воинов-афганцев на тему причин и итогов той войны? Или это не принято обсуждать сейчас? Вот было и все. Для нас это самое лучшее время. Все. Это не обсуждается. По одной простой причине. Я там считаю, что призывался я, как бы там ни прозвучало сейчас, мне на проводах пели уже песню «Мы выходим на рассвете, над Баграмом дует ветер». Я не знал, что я попаду туда. Мог догадываться об этом. Почему? Потому что на тот момент занимался парашютным спортом и совершил довольно-таки большое количество прыжков, там порядка 125, и понимал, что план подготовки военкомата при плане 60 было подготовлено 120, значит, половина уйдет куда-то, в ВДВ или рядом, или около. Вот, и так получилось, что я уходил под песню Юрия Шевчука «Не стреляй». Уже к тому времени у него его одноклассник присутствовал здесь, он прошел в Афганистан, и Юрий Юлианович, он просто поэтому, по беседам ихним написал эту песню «Не стреляй, воробьев», «Не стреляй, голубей». Вот под эти песни мы призывались, и говорить о том, что вот сейчас как-то оценку давать, что мы там делали, как мы там делали, я хочу сказать, что это были лучшие наши годы. Там все было честно и правильно, каждый был самим собой. И даже вот по моим поездкам после войны в Афганистан могу сказать так: человек, попадая на территорию Афганистана, попадая в своего рода томограф или рентген или еще что-то, где в группе товарищей, независимо от толщины кошелька, статуса, положения или еще что-то, в течение одной недели он займет именно то место в этой группе, которое он по жизни и представляет. А вот сейчас, в общем, таких, конечно, одинаковых событий, как война в Афганистане, вроде как нет в истории России нынешней, но есть события в Сирии. На ваш взгляд, это что-то похожее вот на историю с Афганистаном, или это совершенно другой момент и не похоже никак? Политика, геополитика для солдата, наверное, это второстепенно. С одной стороны. Неужели вы ни разу не задумывались о том, для чего вы туда поехали? Это не ваша страна, это не ваша война, вас туда ввели как миротворческие войска. Зачем? То есть это же вмешательство в другое государство. Неужели ни разу не было? А солдат, к сожалению, вынужден не думать, а исполнять приказы. Это одно. Это бездушная машина. Если думающий солдат, извините, я перебиваю, да, если думающий солдат, тогда уже не будет той политики, да, которая нужна реально. Потому что будет, может, грубо сказано, каждый суслик агроном, так не бывает. Армия и единоначалие — это приказ. Приказ, который тебе дает командование, который ты выполняешь. Думать на войне солдату, да, надо думать, как выжить там, то есть не за спинами своих товарищей,
а как выжить и сохранить. Вот мне, как гвардии старшему сержанту, воздушный десант войск, приходилось еще помимо за себя подумать, еще подумать за 3 отделения, которые у меня находилось в подчинении, а в определенных случаях и за всю роту. Поэтому тут не было... Потом вечером, да, может быть, думали, для чего я там, что я тут делаю. Но все-таки были такие мысли. Но мысли у нас были правильные, и правильные тому, что мы видели эту нищую страну, и мы представляли огромное государство, и поэтому, наверное, в душе хотели бы их подтянуть до своего уровня. Но вот это наше, как сказать, наше хотение или подтяжка не всегда, она, когда сталкивается с менталитетом внутренним страны, опять же, особенности, традиции, и они иногда находят соприкосновение, иногда не находят. Вот до сих пор нас афганцы вспоминают очень хорошо. Мы встречаемся с теми людьми и маджахедами, которые стреляли в нас. Спрашиваем, стрелял? Говорит, да, стрелял. Почему стрелял? Вы же к нам пришли с оружием. Я говорю, и что? А сейчас мы с тобой разговариваем. Почему мы разговариваем? Потому что вы же пришли без оружия. То же самое, сейчас вот на территории Башкирии, на территории Уфы очень много студентов проходят обучение. Многие студенты из Афганистана, то есть проходят обучение в нашем нефтяном университете, потом в БГУ, я знаю, в медуниверситете. Раньше было вплоть до техникумов учились студенты из Афганистана. Почему? Потому что наше образование дает большие возможности, и люди тянутся в большой стране, к великой стране, такой как Россия. И говорить и обсуждать сейчас вот необходимость нашего появления там, в то время, на той территории. Да, наверное, были перегибы, где вот, не соблюдая там традиции, может быть, где-то ислама или еще что-то, парни, которые приходили в Афганистан, не всегда были подготовлены, просто информационно подготовлены, как себя вести на улице, как себя вести с женщиной, как заходить в дом. Многие не знали, это что вот взять, далеко ходить не будем, из наших вот далеких деревень, которые, увидев паровоз первый раз, когда отправляется в армию, и потом попасть в другую страну, соответственно, он еще толком ничего не видел, и как вот это все. Вот сейчас наша задача такая, чтобы работая с молодежью, мы постоянно занимаемся военно-патриотическим воспитанием, и говорим, и показываем, чтобы люди знали свою историю, историю своего края, историю своей страны, республики, и потом несли вот это все доброе и вечное уже на другие территории, уже сознанием дела, а не просто так. Скажите, Дмитрий, а как вы относитесь вот к информации, что в той же Сирии зачастую воюют неофициальные военнослужащие, да, некие наемники, которые, к сожалению, иногда гибнут, да, и после частные этого... военные компании. Да, и потом их семьи, в общем-то, и не получают никаких компенсаций, и более того, их обязывают молчать по этим фактам. Ведь вот в ваше время такого не было? ЧВК Вагнера, если вы имеете в виду. Например? Да. Очень многие, у меня есть там друзья, которые и там есть. К сожалению, они не отошли от войн, они прошли очень много. Вот начали с Афганистана, потом Ирак. То есть это люди взрослые, мягко говоря. Сирия, потом сопровождение. Это люди военные, сопровождение судов в Аденском заливе для прохождения от пиратов. Это профессиональные военные. И они, опять же, выполняют, я так понимаю, задачи, которые отчасти ставят им государством. Может, они и частная компания, может, еще... не могу об этом говорить, но те вещи, где не может присутствовать, может быть, регулярной части, они присутствуют и выполняют те задачи, которые нужны России на сегодня. И вот я преклоняюсь перед этими парнями по одной простой причине. Они вот сейчас прикрывают своими спинами, да, далеко там, где вот Россия сейчас по ряду причин не может там присутствовать вот, войсками, да, эти добровольцы такие же. Почему, вот, допустим, вы не сравните их сейчас с добровольцами, которые были в Испании? Это те же самые парни.
Абсолютно такие. И там тоже были закрыты приказы, и тоже были красные звезды, и уже ордена, и были красные знамена ордена, и они также и летали над небом Испании, и все. Но сейчас вот это Сирия, я не хочу сказать, что это имперские замашки или еще, у нас там тоже есть свои интересы, да, и надо полагать, что вот Ближний Восток, он очень тонок в политике, и поэтому я даже сейчас не возьмусь полностью разбирать это, потому что очень много не знаю. А зная тех людей, которые там были, которые сейчас там находятся, могу сказать однозначно, что они все правильно делают. То есть там есть люди, в принципе, из Уфы, из Башкирии тоже? И не могу сказать, там из Уфы, из Башкирии, я говорю просто про своих друзей. Но есть еще один аспект возьмем. К сожалению, там есть люди из Уфы и из Башкирии, которые воюют на стороне исламского государства, которые здесь каким-то образом, грубо говоря, были запудрены мозги, они уехали туда, и там с оружием в руках сейчас против сирийского народного правительства воюют. И ЧВК Вагнера там вынуждены с ними тоже отбиваться от них или им подобное. И вот еще раз вернемся к тому, что вот ту женщину с 4 детьми, у которого убили, опять же, он был выходец из Башкортостана, да, вот его там в Сирии убили, а в результате за что вот он? Он туда поехал воевать на стороне исламского государства, верно? Да. Да. Вот это плохо. Вот это плохо, потому что, к сожалению, как-то все так. У нас буквально минута до конца эфира. Хотел бы спросить, вот, чтобы людям было понятно, какие вопросы в целом решает Союз ветеранов Афганистана? Помимо того, что вы встречаетесь и общаете. Какие-то вот есть моменты в плане помощи, может быть, решения каких-то бытовых вещей, обращение в органы госвласти для того, чтобы там что-то помочь с чем-то? Обращаются ветераны боевых действий, служившие в Афганистане. И мы, кстати, не отталкиваем никого. У нас есть те, кто прошел войну в Афганистане, кто прошел войну в Чечне. Появились у нас ребята, которые прошли сирийский конфликт. Мы помогаем определиться по жизни. Где-то доброе слово, где-то добрым делом видят все наши начинания. У нас есть сайт «Боевая высота». Там мы выкладываем все мероприятия, все отчеты, поездки, все анонсы. То есть люди смотрят и тем самым тянутся к нам. Помогаем решать, опять же, обращение к власти, составить там какие-то бытовые моменты есть еще. Но на сегодняшний день, вот, так как у нас времени уже мало остается, я хочу у вас буквально пригласить всех 15 февраля в ГДК в 7 часов вечера будет торжественный концерт. Спасибо большое. Благодарим нашего гостя Дмитрия Глушко, председателя Союза ветеранов Афганистана Республики Башкортостан. Всем хорошего дня. До свидания.